Приветствуем вас, друзья! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Сегодня четверг, 19 сентября, и пришло время для нашей новой встречи. К нам в студию, как всегда, придут замечательные люди. Мы посмотрим крутые видеоролики и послушаем хорошую музыку. Итак, мы начинаем! Лёша, можно тебя попросить? Улыбнись, пожалуйста, вот пошире. Ты разве, Оля, не видно по моему лицу, что я счастлив, эмоции бурлят? Нет, Лёша, дело в другом. Мы сегодня будем с тобой кое-что отмечать. Всемирный день улыбок без повода, да? А вот и не угадал. Хочешь узнать, о чем я? Смотри внимательно нашу рубрику «Открытие дня». Сегодня мы поговорим о не самом серьезном изобретении, которое, однако, прочно вошло в нашу современную жизнь. 19 сентября 1982 года Скотт Фалман, профессор американского университета Карнеги Меллона, впервые предложил использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающего лица в тексте, который набирается на компьютере. С тех пор 19 сентября считается днем рождения смайлика, и это несмотря на то, что подобные изображения для обозначения позитивных эмоций использовались задолго до того. Еще в 60-е годы писатель Владимир Набоков писал: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки». Подобные изображения присутствовали в различных газетах и рекламных буклетах, однако отцом классического смайлика все же считается профессор Фалман. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сейчас я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это известный белорусский хореограф Дмитрий Залесский. Самое полезное в хозяйстве животное. Хомяк. Кто спит вверх ногами? Стул. Где мужья прячут заначку? Не скажу. Что делать, если затопили соседи сверху? Топить нижних. Кто боится дождя? Я. Дмитрий Залесский – один из самых известных белорусских хореографов. На его счету создание популярных танцевальных проектов, работа в качестве режиссера-постановщика на многих концертах и театральных проектах. Дмитрий также является лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей, а также обладателем престижных премий в сфере танцевального искусства. Дим, привет! Здравствуй. Привет. Дим, расскажи, пожалуйста, над какими проектами ты сейчас трудишься? Их много одновременно. Это большой корпоратив сейчас в сентябре. Это две разные фирмы, которые занимаются, скажем так, косметикой. Это очень большие мероприятия. Одно мероприятие в 2 дня и второе мероприятие в 2 дня. Плюс мы сейчас готовим гастроли в Вене, в Австрии в ноябре. В Москве в декабре будет выступление спектакля, который мы сделали вместе с Владимиром Викторовичем Васильевым, народным артистом СССР. Я хореограф, он режиссер в театре Маяковского. Дима, каким образом ты подбираешь свою команду артистов? Насколько сложно попасть к тебе в труппу, скажем так? Крутой вопрос. И сложно, и несложно. Люди должны быть моими по состоянию. Они должны в первую очередь очень хотеть. Потому что бывает такое, приходит крутой танцор, но ему так, пофиг все. Он такой: возьмите, я сейчас как все сделаю. А практика показывает, что не сделает. То есть каждый должен найти своего человека, чтобы подружиться, чтобы это была команда. Для меня важнее человеческие качества, нежели профессиональные. Потому что с профессиональными можно что-то сделать, а с человеческими, как правило, нет. Да, если человек так себе, то учи, не учи, он все равно отвалится. Расскажи, пожалуйста, с чего начинается подготовка любого хореографического номера? Это мысль и идея. Если я чего-то очень сильно хочу и загорелся, загораюсь я, если это необычно, круто, а особенно если это никто не делал до меня, да, вот что-нибудь такое, свежее, да, тогда вкусное, тогда я про это... Тривиальное, прям, неизбитое. Я про это думаю сутками, я подбираю музыку, я все это дело придумываю. Это очень крутой процесс, и я вообще в творчестве я не люблю начинать. Я очень не люблю чистый лист, потому что я как мальчик растерянный, и ты не знаешь, вот такое слово написать или другое. А когда я в голове знаю, что делать, это такой кайф. То есть это, наверное, самое-самое крутое счастье. Я не побоюсь этого слова. Я всегда говорю танцоров, главное, чтобы я знал, что делать, а вы потом узнаете. Потому что если я не буду знать, все, труба. Угу.
А могут ли твои артисты как-то тебе помогать? Ты вообще Всегда. допускаешь это, да? Всегда. Все, кто со мной работал, всегда мне помогают. Мы влияем друг на друга. Всегда это совместная коллаборация, и всегда это такой... Дополняете Да. друг друга, что-то, может, симпровизирует, как будто. Дима, а ты же ставил какие-то танцевальные номера артистам, да, на наши эстрады, да? Of course. Какой был самый странный и сложный? Александр Солодуха на табуретке, это не твоя постановка? Слушай, нет, мы с Солодухой подружились, и с Солодухой был ивент один, и с Солодухой мы сделали крутой номер, он пел «Цвет настроения желтый». Это был ивент, это было мероприятие, очень много людей, он пел с сотрудниками фирмы. Но по поводу необычного номера их было очень много. И их было, наверное, больше, чем хороших. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях хореограф Дмитрий Залесский. Дим, расскажи, пожалуйста, насколько жесткий график у танцоров? Ну, смотря у каких. У классных. У классных. Вообще это жесткий график, как правило, утром. Если это профессиональный театр, где-нибудь часов в 10 до 2 начинается репетиция. Потом перерывчик, в который люди либо отдыхают, либо бегут еще на одну работу. Это если честно. А потом вечером часов в 5 собираются. И либо вечерняя репетиция, либо спектакль до 9. График жесткий, в него нельзя успеть ничего сделать. И люди как бы в театре, как в театре в драматическом. То есть люди с сутками и в воскресенье. А как насчет питания у танцоров? О, Ну, то есть это какое-то Есть еда? определенное... Надо Это этот какое-то вопрос. определенное питание? Или все-таки вы столько двигаетесь? Так часто происходит, из-за этого люди садят себе желудки, питаются как угодно. То есть, если мы говорим про профессиональных, ну, допустим, балерины, либо это девочки, которые всегда едят яблочко, йогурт, там, и еще Смузи. что-то, смузи, вот что-нибудь, да, это просто стиль жизни такой, да, не то, что она и на диете, и вроде так... И вроде для инсты красивенько. Сторис, да? Ой, Типа как того, это да. мило. Либо я знаю очень стройных танцовщиц, танцоров, но они едят прям курицу, там все А ты подряд. как питаешься? Я ем все подряд, и я... И не у меня толстею, я нету- ведьма. У меня нету графика, и я могу поесть утром и в 11 часов вечера в следующий раз. То есть это не очень хорошо, и я, честно говоря, над этим сейчас работаю. Дима, а как ты вообще разгружаешься? Как ты предпочитаешь отдыхать? Я медитирую. Какой-то период времени назад я начал медитировать. Это был интересный экспириенс. В тот период я не пил алкоголь, не ел мясо. Очень легко это сделал. И я решил отказаться от лишних трат и посмотреть, на что я трачу деньги, чтобы не покупать там вот так, да. И я прошел курс медитации, и я стараюсь медитировать, нужно утром и вечером. Не всегда получается, но это те 20 минут, которые я могу побыть с собой и просто хотя бы помолчать и разобраться вообще, что здесь. На что ты тратил деньги вот так? Обычно же так девочки делают. Если я чего-то очень сильно хочу, мне не важно. Я могу тратить на одежду, на... Бентли мне, пожалуйста, Нет, да? ну, как бы, давай так. Если Бентли, то просто нужно понимать, когда я его куплю. Ну, Если- то нужно немного подождать. Чуть-чуть, Да. чуть-чуть. То есть главная цель для меня. Ну, что такое 12 лет? Оп, один миг. 45. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас сегодня в гостях хореограф Дмитрий Залесский. Дима, мы всем нашим гостям предлагаем какие-то задания, интерактивы, испытания. И для тебя тоже подготовили. Я думаю, ты всегда готов к любым движухам. Давай попробуем. У Если тебя нет они- выбора. Я понял уже. Нам нужно будет с тобой поменяться местами. Я на твое место, ты на мое. Вопрос. Ты теперь работаешь вместо меня. Ведущий? Блин, я так плохо читаю. Интересно, давай. интересно. Леша, удиви нас. Смотрите, правила игры запредельно простые. Я когда-то был на месте Дмитрия, когда к нам приходила Всё, я балерина, поняла. если помните. Вам сейчас нужно будет повторять танцы, движения, которые вы будете видеть на планшете. Все это дело сидя. Я плохо танцую. Дима, Я выручай. тоже. Давай. А потом я определю, кто лучше. Давай. Так что я здесь жюри. Вы готовы? Да. Мы готовы. Поехали. Shine bright like a diamond. Кто там? Shine bright like a diamond.
какая синхронность, какое чувство ритма. Они по-разному пляшут. Ну что ты? И снесла курочка яичко. Куда там? О, карате, кота пошли. Ушу. А ты какой, правый или левый? Я не И вот понимаю. так, я, наверное, ближе сюда. Знаешь, ты вот тут чик, и вот тут оп, оп, вторая рука. Бросок через стул. А, паровозик. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye. Локоть в голову ведущей не стоит. Она нужна. Она нам нужна. Я даже не знаю, как это делается. Мимишечки пошли тебя. Димина жена тебе лицо расцарапает. Тык, я с ней поговорю еще раз. Ребят, это было потрясающе. Танцевали вы почти что вот так вот Синхронненько, наравне, да. Но тебе, Оля, нужно лучше фотографироваться. То есть, у тебя это лучше получается. Здесь с маленьким перевесом победил Дима. Но ты тоже танцуешь отлично. Неправда, я не согласен. Ладно. Победила дружба. Вот это Да? отлично, да. Волнушечка. Оп. Вау! Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И у нас в гостях хореограф Дмитрий Залесский. Дим, у меня к тебе такой вопрос. Ходили ли твои танцоры на известный всем проект ТНТ «Танцы»? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста. Я горжусь тем, честно говоря, что Юлька Космина, Это твоя девочка? она у меня года 4 танцевала. Мгм. Потом у нас был большой перерыв, но я уверен, что она и я, мы встречаемся с очень большой теплотой, вспоминаем тот период, когда мы работали вместе, и я 100% уверен, что я повлиял на ее хореографию, и она повлияла на меня. Моя студентка с университета ходила, и я помогал делать номер ей на кастинг. Она в прошлом году прошла куда-то там в какую-то 20-ку, я не сильно слежу. Много кто. То есть кто-то дальше, кто-то ближе. Женя Даниленко, я не скажу, что это мой танцор, он в прошлом году довольно далеко продвинулся. Но мы часто работаем в проектах, и мы с удовольствием вместе сотрудничаем. Дима, у нас сейчас к тебе будет ряд вопросов, но особенных. У тебя будет только 10 секунд, чтобы дать на них ответ. Не вопрос. Ты готов? Да? Танцы — это больше мужское или женское занятие? У меня родители экономисты, когда я хотел поступать на хореографа, не очень сначала поняли, но я сказал: мам, есть экономист в колхозе, есть экономист в банке, есть хореограф в колхозе, никого не обижая, есть Марис Бежар. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты был на своем месте. 3 необходимых качества для танцоров, на твой взгляд. Целеустремленность, смелость и беспощадность к себе. Как выбрать хорошего педагога по танцам? Как и везде, нужно пробовать всех искать и не бояться ездить, смотреть не только в своей стране. Что тебя может вывести из равновесия? Ревность. Как поднимаешь себе настроение, когда грустно? Улыбнись и обмани всех. Как ты относишься к классическому балету? Ни одного классического балета принципиально не посмотрел вживую. Я хочу, чтобы это было в Большом в Москве, или в Гранд-Опера где-нибудь. Я хочу посмотреть, как это должно быть, потому что не всегда классический балет исполняется так, как он должен исполняться. Дима, какой вид классического искусства тебе еще близок, помимо танцев, например? 10 секунд только, напоминаю. Живопись, только не совсем прям классика-классика. Я очень люблю живопись, дизайн не совсем классика, но вот это прям мое. Все, это был последний вопрос, ты отлично справился. Спасибо, Дима. Да, не за что. Дима, я знаю, что у тебя для наших телезрителей есть небольшой сюрприз. Расскажи, пожалуйста, о нем. Да, я не скажу, что это. Об этом нужно будет догадаться и угадать, что это. Я могу подсказать, что это из Никарагуа. А для тех, кто хочет получить эту вещь из Никарагуа от Дмитрия Залесского, вам нужно подписаться на Инстаграм Дмитрия, подписаться на Инстаграм шоу «Подъем». Когда вы увидите пост с нашим изображением, нужно под ним будет оставить комментарий, где мы в скором времени случайным образом определим победителя. Дим, спасибо, что пришел к нам в студию. Было интересно пообщаться, узнать о танцах и в Беларуси, и за ее пределами. Спасибо вам. Тебе желаем процветания.
Эфир шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International продолжается. Пришло время поговорить о прекрасном. Наконец-то речь пойдет обо мне. Итак, в 1987 году я родился в Минске. Стой, Леша. Ты прекрасен, спору нет, но сегодня мы все-таки будем говорить не о тебе, а о моде. Ладно, так и быть, я не возражаю, тем более я в курсе, что подошло время для нашей традиционной рубрики «Модный гардероб». Сложно представить хоть одну девушку, у которой в шкафу нет платья. И мы готовы поделиться с вами самыми популярными моделями этой осени. Кожаное платье. Хотите добавить в свой образ дерзости? Тогда именно оно вам и нужно. В нем вы легко станете звездой на любой вечеринке. Темное платье с цветочным принтом. Дизайнеры не думают отказываться от цветов даже холодной осенью. Поэтому в тренде смесь готики и романтизма. Цветы — отличный акцент на темном платье. Платье в клетку и гусиную лапку. Такое платье не обязательно должно напоминать школьную форму. Топовые модели этого сезона сдержанные и элегантные, но скучными их при этом назвать нельзя. Трикотажное платье. Осень сложно представить без уютных вязаных вещей. В этом сезоне дизайнеры постарались и продемонстрировали модели сложно сочиненных и асимметричных трикотажных платьев. А если вам предстоит торжественное мероприятие, то советуем присмотреться к модным в этом сезоне пышным платьям. В одном из них вы точно почувствуете себя королевой любого торжества. Еще один вариант — выбрать платье цвета античное золото. Наиболее эффектно выглядят золотые платья в парче и в сочетании с черным цветом. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Настало время представить нашего гостя. Это призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Что не делают из дерева? То, что не делают из дерева. Кого берут в космонавты? Не меня. Что бывает черным? Моя майка. Что носят на шее? По-разному. Кто-то тяжелую судьбу тащит на мне. Лучшая песня «Руки вверх». Крошка моя, я по тебе скучаю. Я женат, тише. И я тоже не свободна. Любовь Черкашина – одна из самых успешных представительниц белорусской художественной гимнастики. На счету заслуженного мастера спорта Республики Беларусь многочисленные медали чемпионатов мира и Европы, а также награда Лондонской Олимпиады. Сегодня Любовь – старший тренер национальной сборной Беларуси, а также молодая мама. Люба, привет. Привет. Люба, скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты пришла в художественную гимнастику и как это произошло? В художественную я пришла старушкой в 9 лет. А во сколько обычно детки приходят? Ну, мне кажется, сейчас уже 4, 3,5. Почему-то все стало очень рано в этом мире. почему? С чем как это раз я связано? думаю, куда дочь отдать. С чем связано? Ну, наверное, с развитием мира и то, что, не знаю, наши дети рождаются, они уже все умеют как-то, и жалко их дома держать, надо народу показывать. Поэтому, я пришла поздно, но по сути, самой гимнастикой начала заниматься в 6 лет. То есть вначале я немножко акробатикой позанималась, потом спортивной гимнастикой, потом решила, нет, ребят, все, что я люблю, это явно не конь, не бревно, не брусья, а что-то вот такое свободное на ковре. И мама меня перевела в художественную гимнастику. И вот мы попали к Золотницкой Евгении Николаевне, к моему первому тренеру. И вот так все закрутилось, завертелось. Я удивлена вообще, как мой тренер первый в меня поверил, что из меня может что-то получиться. А почему? Ну, я достаточно, первое, поздно пришла в художественную гимнастику. Второе, мои кондиции не были явно, что я там стану красивой гимнасткой. Ну да, рост был высокий, но я такая уже была подкачанная достаточно после спортивной гимнастики. Но, тем не менее, в будущем, как и показала практика, именно и это принесло мне какие-то плюсы, да, то есть мои мышцы уже были готовы, у меня было меньше травм, поэтому... Либо, а как-то по антропометрическим данным можно понять по маленькому ребенку, ну вот он для художественной гимнастики, либо для какого-то другого вида спорта? Абсолютно, да. Не зря проводятся мы же не сразу набираем, да, мы все-таки отбираем деток. Сразу в роддоме профориентация происходит. Лежит вот этот маленький сверточек, типа, ой, это ж боксер. Ну, это там генетики могут, генетики, а если он там агрессивный, почему нет? Я не знаю, там какие отборы у них. Но у нас смотрят, конечно, на гибкость, на толчок, даже вот как ребенок себя презентует. Есть такие
бодрые, наглые сразу улетает, и ты понимаешь, что да, почему нет? Даже если что-то там вылетит у нее по талантам, Может но она работать обязательно сможет мерчендайзером. Да, она сможет Бодрый, выступить наглый. и не бояться публики. Но еще при отборе деток обязательно смотрят на родителей. Почему? Как бы это прототип того, кем ребенок станет в будущем, плюс-минус похожий на своих родителей. А разве не бывает так, что вот родители очень спокойные, да, такие прям приземленные, а врывается ребенок, он такой, давайте. Все равно мы смотрим на родителей, и даже есть некоторые тренеры, которые могут и на бабушек, и на дедушек посмотреть, потому что все-таки вид спорта накладывает свой отпечаток. Художественная гимнастика — это грация, это высота, это, не знаю, мягкость, пластичность. И, конечно, когда приходит ребенок, он вроде как и талантливый, но мы понимаем, что он до определенного уровня дойдет или до определенных лет, и потом ему придется закончить с большим спортом. А ребенок уже все, втянулся, влюбился в Горит. этот вид спорта, и для него это трагедия. Поэтому аккуратно всегда советуем родителей или поменять вид спорта, или, может быть, в какие танцы уйти, если вот ребенку нравится это выступление. Это честнее. Люба, расскажи, пожалуйста, а трудно ли было в детстве отказываться вот от катания на горках, от Детских радостей. Вообще, вот мне нет. Мне кажется, на 100% не адреналиновый человек. Пару раз в своем детстве я скатилась с горки, это чуть не закончилось, мне кажется, какой-то больничкой. Это было летом, это было летом, санки не Нет, это, ехали. кстати, в Бресте мы там с Центром молодежного творчества катались с этой большой горы. И вот я села почему-то на картонку, ну, советское детство, наверное, да. И на этой картонке думаю, ну все, один раз как бы и еду этой картонки. Слетела с этой картонки, оказалась в компании каких-то мужиков, прикатилась вообще кверху. К магазину. Ну, как бы вот весь мой адреналин, поэтому по такому детству я абсолютно не скучаю, потому что это вообще какой-то трабл. Но я не прямо про адреналин имел в виду, а о недостатке свободного времени. Пускай, может, что-то более спокойное, Я же малая была, классики откуда я там. знала, что этого времени не достает. Что оно когда-то закончится, да, детство. Все нормально. Это сейчас мы сидим, ну, что в детском саду надо было спать, в песочнице надо было играть и так далее и тому подобное. Ну, знал бы прикол. Люба, а много ли девочек, которые с тобой занимались еще тогда, да, гимнастикой в детстве, они остались в большом спорте? На самом деле по-разному. В любом случае, те, кто не дошел до высоких результатов, они не потерялись по жизни, это очень важно. Наверное, я вспоминаю нашу команду 2000-2001 года. Из нее, в принципе, все девчонки достигли шикарного уровня в спорте, и сейчас они кто-то тренерами, у кого клубы в Америке, кто-то врач, детский стоматолог. То есть все нашли свое призвание и действительно на высоком уровне. И не только из-за того, что есть какие-то награды. Просто, наверное, от того, что спорт научил такой жесткой дисциплины. И когда ты потом выходишь из этого, ты понимаешь, что, ну, как бы, сидя на стуле, ничего не получится. Ну, вас исключаю, у вас получается, сидя на стуле. А вот, слушай, мне интересно, а где Наташка сейчас? Что с ней стало? Какая из... Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас сегодня в гостях призер Олимпийских игр, а также многих международных чемпионатов по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Люба, после того, как ты закончила карьеру спортсменки, да, ты стала старшим тренером национальной сборной. Скажи, пожалуйста, тебе комфортно вот сейчас в этом звании? На самом деле, я человек, который вряд ли зависит от звания, потому что, ну, как бы, не назовешь ты корову лошадью, ничего по-другому не получится. Поэтому я кайфую от тренерской деятельности, да, это мне нравится, и мне нравится видеть результат, мне нравится учить и видеть, как это получается. То есть, если брать какую-то бумажную работу, ну, я сделаю какой-то документ, отправлю его, я знаю этот результат, не знаю, когда он придет. А вот здесь у меня молниеносный результат, и это дело, которое я понимаю от А до Я. То есть мне это понятно, я через многие вещи сама проходила, если мы говорим там о высоком уровне спортсмена, то есть я знаю, когда ты уже физически готов, какие психологические моменты с тобой начинают случаться. Поэтому
по крупицам начинаешь понимать спортсмена, который приходит, который хочет достичь высоких результатов. И мне кажется, очень важно, чтобы и дети, которых ты тренируешь, они тебе верили и доверяли. И вот когда вот это все складывается, абсолютно неважно, старший ты, главный, заслуженный, перезаслуженный, сама вот эта фишка общения и того, что эта работа получается, это приносит кайф. Смотри, у тебя подрастает маленькая дочка, а твоя работа подразумевает много разъездов, много занятости. Как тебе удается все совмещать? У меня дочка неплохо уже за первый год жизни попутешествовала по тем странам, которые многие люди, наверное, за всю жизнь не увидят. Но так случилось, и мне по-другому не было выбора. Но мне кажется, мне очень повезло в жизни, и у меня есть возможность ездить на соревнования, на какие-то совещания, а остается моя дочка с мужем и с моим папой. Так что у меня и муж, и папа 2 Виктора, так что с 2 Витьками. Ой, ничего себе. Да, и такая вот ситуация. Усатый Мне кажется, нянь, да? ей очень это все нравится, ее все это устраивает. Она там матриархат или как это правильно. Короче, управляет мужиками с детства. Люба, ты сейчас тренируешься, вот, чтобы себя как-то в форме поддержать? Стараюсь, но не зожница, нет, абсолютно. И есть время свободное, да, там где-то лягу, прессик подкачаю, попу подприседаю, ну, случается. Потом Такое смотрю, просто как бы, чебуречки продаю. Прессик подкачала, вышла. Опа! Ну, просто в любом Беляши. случае, неважно, профессиональный ты спортсмен, непрофессиональный, я, наверное, больше ощущаю себя как женщина, и мне хочется быть красивой. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас сегодня в гостях олимпийский призер Любовь Черкашина. Люба, мы для всех наших гостей готовим небольшие задания, и для тебя тоже подготовили. Я думаю, ты готова всегда к маленьким интригам. Не факт. Готова, Но готова. ты к нам пришла, и это наши правила, ты готова. Я тот человек, который приходит и переписывает правила. Ну Ну ничего. да ладно, попытаемся. Смотри, в чем будет заключаться игра. Мы называем тебе какое-то слово. Это либо термин из мира спорта, вообще всего спорта, либо это вот что-то другое. Тебе нужно выбрать. Варианты ответа будет 2. Итак, давай пробовать. Первое слово — это Big Air. И предлагаются варианты ответов. Это ночной клуб в микрорайоне Серебрянка. А что там такое идет развитие шикарное? в Серебрянке? Там мегаполис. Ну, там. точно дисциплина сноуборда, то есть получается, что это большой воздух, да, они там летят, скорее всего. Ну, давайте Итак, посмотрим все, правильный дисциплина ответ. сноубордов, да? Все верно. Вам первый балл в копилочку упал. Второй. Едем. Дзиго Камае. Стойка в карате. Ясные дни на японском языке. Здесь жалко, что у вас в программе нет «Позвони другу». Газманову позвонить Ну, хотели, а я ясные Можно было дни. позвонить моей сестре, потому что она профессиональная каратистка, но я только помню, там ОС, все дела у них, или так ОС, сейчас еще меня засмеют. А ясные дни, ну да, понятно, что Газманов, и мы недавно были в Японии, поэтому чисто на удачу, пускай будет Ясные- Дзиго Камае, как Шин Тайсо, художественная гимнастика, пускай будет на японском, Ясные дни, да? да. Стойка в карате. Стойка в карате. Все. Но хороший вариант это был. Так просто неизвестный для нас Да. набор букв. Так, третий. Футамаки, почти как суши. Защита для учеников в школе карате, либо суши, в которых более 5 ингредиентов. Опять можно позвонить мужу-то? Ну, чисто по логике не будет 2 раза карате, поэтому суши. Это суши, в которых А более я 5. думал, карате. Более 5 ингредиентов. Кантилевер. Кантилевер. Элемент фигурного катания, либо элемент двигателя трактора. Кантилевер. Кантилевер. Надо вспомнить, как Тарасова комментирует. Она много всяких этих штучек говорит, как правильно. Нет, ну понимаете, тут вообще опасно. Кандибобер. Неправильно ответил, Кантилевер, обидел кандибобер. тракториста. Или Или фигуриста. Ну, это Да. про А в нашей тракториста. стране тракториста нельзя обижать. Значит, это элемент Значит, фигурного фигурного катания. катания. Не обижаем трактористов. Все верно. 4. Смотри, какой 4 красивый. правильные из 4. А я думала, это как мостик как-то, а это кантилевер. Тарнув, да? Название тайма в бейсболе или польский город. Тарнов, Тарнов, Тарнов. А что-то такое в Польше есть у нас? Ну, неизвестно. Тарнов, Тарнов, название. Пока нам тайма в неизвестно. бейсболе. Название тайма в бейсболе. Да что-то вокруг Японии всякой крутится. В бейсбол же они любят. Тарнов, Тарнов. Вот вообще ни о чем для меня. Пальцем в небо. Ну, Я давай до этого, что был спортивный ответ? Нет, никак не Значит, сейчас связано. польский город. А. Все верно, молодец. Кто составлял? Мы очень похожи по логике. И еще Черкашина. Черкашина. Это я. Нет, это не Деревня в Тюменской области.
Черкашина — это красивая фамилия. Хорошо, что это я. А это деревня в Тюменской Серьезно? области. Покажите, хочу Так что посмотреть. мы открываем для Да тебя ладно, вот новые они ж мне должны, Илья. горизонты. Надо понимаешь? съездить туда, Люба. Возле Иртыша дача Вот. неплохая была. Вот, можно выезжать. Мы продолжаем утреннее шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня у нас в гостях олимпийская призерка Любовь Черкашина. Либо какими видами спорта ты еще интересуешься помимо гимнастики? Приходишь Фигурное домой? катание, Мгм. близко по эстетике вида спорта, футбол. Почему? Муж Откуда такой? футболист. Ну, и хоккей, почему нет? Просто потому что, наверное, какая-то часть друзей моя связана именно с футболом, с хоккеем, играют. В принципе, нету такой команды, за которую там болеешь, несмотря ни на что, болею за команду, там, где играет друг. Красивая Если игра, да? команде хорошо, то и другу хорошо. Поэтому за него и болеем. Могу теннис посмотреть, да, с удовольствием, почему нет? Особенно вот такие классические финалы, когда случаются, ну, круто. Люба, у нас есть к тебе ряд вопросов. У тебя будет только 10 секунд на ответ. Ты готова? Ну, возможно. 3 главных фактора твоего успеха. Трудолюбие. Трудолюбие. Ну, как-то так получилось, что Это пришлось такой же попахать. вопрос, по-моему. А нет? талант? Мой талант — это трудолюбие. 3 совета тем, кто только начинает свой путь в спорте. Кроме трудолюбия. Первый, да, совет, что нужно трудиться. Второй — это полюбить то дело, куда ты пришел. Третье — абсолютная вера. Вот надо верить. Либо что изменилось в твоей жизни после того, как ты завершила спортивную профессиональную карьеру? Моя жизнь изменилась, конечно. Я уже не пуп земли. А представляешь ли ты своего ребенка в спорте? Если да, то в каком виде? Я представляю своего ребенка вообще в любой деятельности, в любом спорте и на самых высоких позициях. Твой любимый спортивный снаряд? Мяч. Кто ты в первую очередь? Мама, спортсмен или тренер? Я. Потому что я в это я вложила все, чем я занимаюсь. Либо куда ты в первую очередь отведешь иностранного гостя у нас в Беларуси? Пока все иностранные гости, которые приезжают, попадают в дворец художественной гимнастики. Мне кажется, это круто. Вот не дальше так столько давно. дорог оттуда. Мгм. Спасибо большое. Люба, я знаю, что для наших телезрителей у тебя есть какой-то подарок. Расскажи, пожалуйста, о нем. Вообще, мне кажется, очень хорошая идея приходить с подарками на передачу. Я подумала, что это будет очень здорово еще рассказать о своем виде спорта и показать, как я выглядела лет 5 назад. Непосредственно в день завоевания олимпийской медали. Здесь это фотография с автографом. Прямо из Лондона. А чтобы было еще много ярких людей, занимающихся спортом, вот такая маечка с прошедшего Кубка мира, который проходил в Минске по художественной гимнастике. Поэтому я думаю, что должно понравиться, особенно девчонкам. Обязательно. И рассказываем правила, как вам получить подарки от Любы. Вам нужно для этого подписаться на Инстаграм шоу «Подъем», на Инстаграм Любы Черкашиной. Когда увидите пост в нашем Инстаграме, где будет Майка, Оля, я и Люба, вам нужно под ним будет оставить именно один комментарий от одного человека, а мы в скором времени случайным образом определим победителя. Спасибо большое, что пришло к нам в гости. Интересная была беседа, много чего нового узнали. У нас есть Я есть для себя знаю, что где-то есть поселение имени Черкашиной. и у нас теперь есть твоя старая фотка. Да. Вы смотрите телеканал ТНТ International, в эфире шоу «Подъем». Технологии в наше время не только развиваются, но и двигаются семимильными шагами. Оля, о каком изобретении ты говоришь? Это не машина времени случайно? Ты знаешь, Леш, я хочу, чтобы ученые изобрели телепорт. Вот нажимаешь на кнопочку и хоп, оказываешься на Лазурном берегу. Круто же. Что ж, это пока что только мечты, а благодаря следующей нашей рубрике мы узнаем о достижениях науки и техники, которые уже становятся реальностью. Всем привет! Вы смотрите шоу «Подъем». Это рубрика «Дуайте» и я, ее ведущий Макс Илонов. Сейчас я поделюсь с вами информацией из мира современных технологий. Погнали! Американский стартап Bear Robotics вносит свой вклад в автоматизацию привычных нам сфер жизни. Компания разработала серию роботов по имени Пенни, которые взяли на себя функции официантов, то есть доставку еды и напитков посетителям ресторанов. Предполагаемый компанией пакет услуг входит сам робот,
ремонт, разработка карты ресторана, а также настройка и техническая поддержка. Компания Monorin представила миниатюрную модель беспроводных наушников. Производитель позиционирует их как средство для списывания на экзаменах и тестах, нисколько не комплексуя по этому поводу. Принцип работы, как и у других аналогичных устройств. Их нужно подключить к смартфону через Bluetooth и позвонить нужному абоненту. Наушники легко крепятся и не выпадают из ушей при наклоне головы. Главная проблема для студентов – это цена, которая стартует от 350 евро. Ученые из Массачусетса Юн Ху Ким и Сюанхэ Чжао в рамках разработки новой концепции хирургических операций создали крошечного робота-червя, способного двигаться по мелким сосудам мозга. На данный момент робот протестирован на силиконовой модели мозга человека, которая была заполнена жидкостью, схожей с кровью. Эта технология может стать медицинским прорывом, так как современные хирургические устройства слишком велики по размерам, чтобы проникать в самые тонкие сосуды мозга. Компания Bosch представила свою новую разработку – детскую коляску с 2 электромоторами и сенсорами. Новинка позволит родителям прилагать меньше усилий во время прогулок, а также обезопасит ребенка от незапланированных движений. Система анализирует поверхность дороги, усиливая моторы на подъемах и тормозя на склонах. Более того, модель сможет удерживать контакт с дорогой даже на боковых склонах, а при потере контроля или сильном ветре полностью остановиться. Идея ремейков классических мультфильмов от Disney получит продолжение и в формате видеоигр. Анонсированы HD-переиздания классических игр «Король Лев» и «Аладдин» для таких приставок, как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Обе новые версии получат функции перемотки и возможность перескочить в любую часть игры. К тому же игрок сможет в любой момент вызвать подсказку для прохождения уровня. Это все новости на сегодня. С вами был Макс Илонов. И не забудьте заправить картриджи в вашем принтере. Всем чао! Друзья, вы смотрели шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Не пропустите наш следующий выпуск. Мы встретимся уже завтра. Нашу студию посетят интересные гости. Мы посмотрим замечательные ролики и послушаем хорошую музыку. До скорой встречи, друзья! Пока!